Алмаз живет в Октябрьском районе Бишкека. Он приобрел дом в одном из жилых массивов столицы, но с определенными проблемами. Его строение считается самовольным, так как было построено без каких-либо разрешительных документов. Алмаз долгое время находился в трудовой миграции и как только вернулся в страну, решил воспользоваться объявленной президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым земельной амнистией. Первое, что он сделал, это получил всю необходимую информацию о том, попадает ли его дом под данную легализацию или нет. В департаменте индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека он узнал, что его дом был построен до 2021 года и имеет технический паспорт от Госрегистра. Алмаз получил согласие соседей, с которыми он граничит, что они не имеют претензий к границам. Далее он пошел в МТУ по своему району, где специалисты, изучив архив, прописали, что его семья действительно на данном участке проживает уже несколько лет. В бишкекском филиале «Кадастр», что на проспекте Чингиза Айтматова, он подал заявление и спустя время получил технический паспорт пользователя. С заранее подготовленным пакетом документов, а это копия технического паспорта, где стоит печать «Самовольная застройка», копия оплаченных квитанций за свет, воду, копия паспорта владельца и доверенность, если кто-то будет представлять интересы. Алмаз доехал до конечной троллейбусов, расположенной в микрорайоне Тунгуч, и направился на юг, вдоль многоэтажных домов, где расположен департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека, или кратко ДЖС. Специалисты после изучения документов вносят на комиссию данный объект. Комиссия проходит в районных администрациях мэрии Бишкека. После все одобренные документы направляются в муниципальное предприятие Бишкекглавархитектура в отдел «Единое окно», и после они направляются уже в отдел амнистии и распределяются по районам специалистам. После служебной записки исполнитель направляет заявку в отдел топографической съемки, и специалисты-топографы выезжают на место и производят съемку, и по завершении передают ее исполнителю. Специалист отдела земельной амнистии детально изучает топографическую съемку и готовит схему для получения заключения уже в Госрегистре на данный объект. После получения заключения от служб документ подписывается в муниципальном предприятии Бишкекглавархитектура и передается в 2 экземплярах Алмазу. 1 экземпляр он передает в ДЖС, чтобы они внесли данный объект на комиссию, а 2 экземпляр после получения постановления от районной администрации и со 2 экземпляром, который Алмаз получил в Бишкекглавархитектуре, идет в Госрегистр и уже там оформляет долгожданную так называемую Красную книгу.